Саламатсыздар ма, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Бүгүн биздин жыйыныбыздын негизги маселеси Султанов боюнча болот. Султанов Манас Асейинович деген боюнча болот. Келди ал киши? Алып келдиңерби? Могул ач киши сиз, Сиз жанындагы кимсиз? Так, а сиз? Адвокат келдиби? Адвокат суда дополнительно иш боюнча катышып атыптыр. Ну хорошо, бул жерде адвокат болбосо дагы, если даже нет адвокатов, но есть очень много свидетелей, которые о чем будем разговаривать. Здесь совещание не закрытое, оно открытое, но мы специально пригласили Султанова Маназа Асейиновича для того, чтобы он тоже присутствовал, слышал, о чем идет речь здесь, для чего мы здесь собрались. Уважаемые коллеги, я хотел сегодняшнее совещание вести на официальном языке, чтобы всем было все понятно. Так? Я думаю, русский язык все понимают, да? Или есть кто не понимает? А кыргызский язык тоже все понимают. Но, тем не менее, давайте на русском языке, чтобы мне тоже удобно было. Уважаемые коллеги, сегодня мы рассматриваем о задержании гражданина Кыргызской республики Султанова Манаса Асейиновича. Ранее был документирован фамилия Исмаилов, 1974 года рождения, уроженец города Москва, Российской Федерации, неоднократно судимый, занимался ломбардной и ростовщической деятельностью. Так. Ко мне поступило очень много заявлений от наших граждан о том, что как они пострадали от действия Султанова. Мы начали расследовать его деятельность, мы начали рассматривать, чем он живет, что он делает, как он зарабатывает. И все эти информации начали заблаговременно собирать. Так? И в конце концов все эти материалы, когда все материалы собрали, мы решили возбудить уголовное дело, так как от его деятельности, от его работы, оказывается, все время страдают люди. Так, все время. Неоднократно. То есть любое действие его приносит как бы горе людям. Любое действие. Любое его вот эта работа, любая как бы предпринимательская деятельность его приносит кому-то что-то, какое-то там горе. А у нас что, как принято? Если чем ты занимаешься, ты должен нести благо народу, благо каждому человеку, с кем ты сталкиваешься. Правильно? Соответствие законодательству. А у него соответствие, несоответствие, где-то соответствие с законодательством, где-то нет, но всегда приносит вред. Вред нашему, то есть вред определенным людям. Поэтому мы решили возбудить уголовное дело и расследовать как бы в рамках уголовного дела, и чтобы дать ответ всем. Уже в начале расследования данного уголовного дела мы выяснили несколько его действий по части его работы. В рамках расследования указанного уголовного дела были получены факты незаконной деятельности Манаса Султанова. В частности, последний, преследуя корыстные цели, осуществлял противоправную ломбардную ростовщическую деятельность, направленную на извлечение прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении. При этом денежные средства предоставлялись под заведомо кабальные условия с установлением чрезмерно высоких процентов, что фактически ставило потерпевших в зависимое положение и лишало их возможности своевременного исполнения обязательств. Манас Султанов, используя сложившиеся задолженности, организовывал меры по незаконному завладению движимым и недвижимым имуществом своих клиентов, в том числе с жилыми помещениями, земельными участками и коммерческими объектами, оформляя переход права собственности посредством заключения фиктивных либо мнимых гражданско-правовых сделок с привлечением подконтрольных нотариусов и иных аффилированных лиц.
Также получены данные, свидетельствующие об организованном характере незаконной деятельности с сопровождением элементов давления, запугивания и психологического воздействия на потерпевших, а также использованием возможных связей правоохранительных и иных государственных органов для воспрепятствования обращений граждан за защитой прав и законных интересов. Кроме того, Манас Султанов, предоставив 2 земельных участка под строительство многоэтажных жилых домов на условиях долевого строительства в адрес ОСО «Эксперт Строй», ЖК «Шелковый путь» и ОСО «Арт Девелопмент». Правильно сказал, да? В целях получения сверхприбыли и незаконных дополнительных площадей путем различных вымогательств, манипуляций, наложения арестов и расторжения договоров препятствовал строительству и вынуждал исполнять выдвинутые им незаконные требования для извлечения необоснованной выгоды в особо крупном размере. То есть он думает только о себе, о людях, о тех людях, которые хотят получить свои квартиры или какую-то там, жить в нормальных условиях, а о них не думает. Только думает о себе. Лишь бы забрать имущество, квартиры, участки, проценты, деньги, машины. То есть он пристроился за счет тех людей, которые остались в затруднительном материальном положении. Дальше идем. В результате вышеотмеченных действий Манаса Султанова в качестве пострадавших выступает 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», ОСО «Арс Девелопмент» и ниже следующие лица. Куат Болот. Есть, да, здесь присутствует? Садитесь, пожалуйста. Уроженский Минского района Чуйской области, был бизнес-партнером Султанова, от которого под залог недвижимых имуществ получал денежные средства под заведомо кабальные условия с чрезмерно высокими процентами, что лишало его возможности своевременного исполнения обязательств, в связи с чем вынуждены скрываться в Дубае. Правильно? Садитесь, пожалуйста. Второй. Ишпаев Нурлан Мураталиевич. Нет его, да? 87 года рождения, уроженец Алабукинского района Жалабатской области. В связи с необходимостью заложил Султанову свой дом стоимостью порядка $140 тысяч США, которую последний, оценив за $40 тысяч, реализовал третьим лицам. Третий. Саранов Данияр Ахматалиевич. Вы, да? Пожалуйста, садитесь. 75 года рождения, уроженец Новокавказского района Русской области. Султанов завладел автомойкой Саранова, несмотря на погашение долговых обязательств, ущерб порядка $140 тысяч. Филипповский Дмитрий Витальевич. Так, пожалуйста, садитесь. 76 года рождения, уроженец город Бишкек. Султанов, оформив 2 автомобиля стоимостью $135 тысяч США в качестве залога, впоследствии реализовал третьим лицам. Хатамов Рустам Мехманалиевич. Пожалуйста, садитесь. 87 года рождения. Султанов путем запугивания завладел денежными средствами Хатамова в сумме $50 тысяч. Васильева Елена Владимировна, 73 года рождения. Пожалуйста, садитесь. Супруг Васильев Евгений Андреевич, ранее работал у Султанова. Впоследствии бытового конфликта Султанов инициировал возбуждение уголовного дела. В результате Евгений Васильев был помещен в СИЗО, и для освобождения из-под стражи Васильева передала Султанову автомобиль стоимостью 2,6 миллиона сомов. Дальше. Маматова Урунбы Халыкбаевна. Пожалуйста, утронулся. 68 года рождения. Султанов продал Маматовой заложенный в ломбарды земельный участок за $125 тысяч США. Однако в последующем по решению суда участок был возвращен законному владельцу, тем самым Маматовой нанесен материальный ущерб в размере $125 тысяч США. Через судебные органы возвращено лишь $25 тысяч США. Так, в настоящее время расследование по всем этим уголовным делам продолжается. Организованы мероприятия по установлению фактических данных и других причастных лиц. Теперь переходим на... Я почему это все вам ознакомливаюсь, чтобы вы должны понять, чем мы занимаемся Султановым. Вот Султанов тоже присутствует.
чтобы вы все знали. Если я буду это все рассказывать своими словами, вы, может быть, не поверите. Информация по ЖК «Шелковый путь». 89 дольщиков. Расположенный по адресу город Бишкек, улица Джибек-Джулу, 295. Султанов Манас Асейнович, будучи фактическим владельцем земельного участка по адресу город Бишкек, проспект Джибек-Джулу, номер 295, заключил договор от 20 декабря 2017 года о долевом строительстве многоэтажного жилого дома со строительной компанией «Экспертстрой» в лице директора Галины Алматовой. Учредителем являлся Алматов Алхас Сулайманкулович. Однако в 2020 году, в период строительства ЖК «Шелковый путь», строительная компания не укладывалась в срок завершения строительства, и Султанов для положительного решения спорных вопросов потребовал у руководителя ОСО «Экспертстрой» Алматова Алхаза $800 тысяч США. При этом Султанов получил отказ через судебные органы, организовал расторжение договора долевого участия. Алматов, учитывая ранее вложенные средства на строительство до 7 этажа, был вынужден обратиться к Султанову, который, зная о расторжении договора, позволил ОСО «Экспертстрой» продолжить строительство объекта до 10 этажа. На устных условиях, что ОСО сделает пристройку из легкого каркаса примерно на 300 квадратных метров и передаст Султанову. После чего Султанов, осознавая преступную возможность манипулирования ОСО «Экспертстрой», требовал сей руководителя дополнительно 2 квартиры в данном ЖК «Шелковый путь», несмотря на то, что квартиры были уже распроданы до 10 этажа. Наложил ограничения на регистрацию прав собственности в госрегистре в 2021 году. Между тем, Алматов, руководитель ОСО «Экспертстрой», был задержан в конце июля 2025 года по незаконной деятельности при строительстве другого объекта. В этой связи дольщики ЖК «Шелковый путь» создали общественное объединение «Антымак» и планировали достроить дом за свой счет и ввести его в эксплуатацию. Однако Султанов отказался от требования дольщиков ЖК «Шелковый путь» о снятии ограничений. Указанные обстоятельства и действия Султанова по воспрепятствованию завершения строительства создало социальное напряжение и конфликтную ситуацию среди дольщиков ЖК «Шелковый путь». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактов двойных продаж и обеспечение явки бывших сотрудников ОСО «Экспертстрой». Проводятся допросы дольщиков и всех причастных лиц к данному факту. Планируются очные ставки и ожидается решение суда по вновь открытым обстоятельствам по узаконению 10 этажа для возобновления уголовного дела и дачи полноценной юридической оценки. Вы поняли, да, уважаемые дольщики? Такая работа ведется. Так. Идем дальше. Информация о незаконной деятельности Султанова в отношении ОСО «Арс Девелопмент». Есть представители здесь или нет? Пожалуйста, садитесь. Султанов Манас Асейнович в 2023 году, Султан, наверное, все это слушает, обратился к ОСО «Арз Групп» с целью подготовить проектную документацию автосалона по адресу улица Панфилова, Льва Толстого. Однако Султанов, получив отмеченный проект, отказался от подписания договора и оплаты в размере $10 000 США, а также осуществил строительство объекта с грубыми отклонениями, противоречащими проектным строительным нормам. Следует отметить, что земельный участок, где построен указанный объект, Султанов завладел незаконным путем. Имеется показания от бывшего владельца Сыранова. Султанов на кабальных условиях предоставил денежные средства с высокими процентами под залог земельного участка. Между тем, Султанов с использованием аффилированного лица заключил договор с ОСО «Арс Девелопмент» долевого строительства одноподъездного 12-этажного дома на земельном участке мерою 019 га по адресу город Бишкек, улица Джибек-Джулу, номер 409. Султанов получает 949 квадратных метров коммерческой площади. Однако Султанов в целях получения дополнительного имущества и осознавая незаконность своих требований, организовал заявительские материалы в Главное управление ГКМБ по городу Бишкек с сложными доводами в адрес ОСО «Арс Девелопмент» и требованиями о передаче дополнительного имущества в виде 2 парковочных зон
увеличение площади, которые не были отражены в условиях договора долевого участия. Не достигнув желаемых результатов, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Султанов организовал наложение ареста на строительный объект с оговоркой приостановить регистрацию любых сделок по указанному адресу, тем самым шантажируя ОСО Arts Development, а также препятствуя строительству, вынуждал исполнять выдвинутые требования, то есть незаконные требования для извлечения необоснованной выгоды в особо крупном размере. Вместе с тем, ОСО Arts Development обратилась с заявлением в ГУ ГКМБ Кыргызской Республики по городу Бишкек в отношении Султанова по факту давления, вымогательства и вмешивания в предпринимательскую деятельность с целью незаконной имущественной выгоды в особо крупном размере. Это по девелопменту. Теперь список пострадавших от незаконных действий Султанова. Тоже последний список остался озвучу, чтобы там всем было понятно. Арзбаев Алмаз Арзбекович. Вы, пожалуйста, садитесь. Учителю, директору ОСО Arts Development Куат Болот, мы уже поговорили, да? Ешпаев Нурлан, не пришел. Сранов Даньяр, вы пришли. Филипповский Дмитрий пришли. Маматова Орумбу пришли. Васильева Елена Владимировна здесь. Хатамов Рустам Мехманалиевич здесь. Список дольщиков не буду читать, их много, уже, как я уже озвучил, количество этих людей. Так, и все данные. Теперь о том, что Султанову должно быть понятно, у нас есть закон Кыргызской Республики об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике. Почему этот закон мы приняли? Мы этот закон как бы в прошлом году по инициативе ГКМБ был принят такой закон. Не в прошлом году, а позапрошлом году, кстати. То есть он был принят раньше, но мы в прошлом году внесли изменения, дополнения этому закону. В результате чего мы установили жесткий контроль, какой должен быть процентной ставки ломбардов. Не должно быть выше, то есть не выше этих указанных законом действий. Закон об ограничении ростовщической деятельности Кыргызской Республики, статья 6, ограничение процентных ставок. Первый. Размер предельно допустимого процента наценка рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Национальным банком Кыргызской Республики, которой добавляется 12%. Размер предельно допустимой годовой эффективной процентной ставки займа ломбарда рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Национальным банком Кыргызской Республики, которой добавляется 12%. Номинальная ставка, определяемая Национальным банком, 17,9%. То есть все ломбарды должны давать проценты, если там простым языком сказать, не выше 30%. Все. Максимально 30% должно быть. Со всеми накрутками. Не больше. А у нас ломбарды работают 40, 50, 60, 100% некоторые накручивают. Так? Это все незаконно. Всех этих таких ломбардов, которые, не соблюдая статью 6 о ограничении ростовщической деятельности закона, не соблюдает, их нужно привлечь к ответственности. Заместитель председателя. Вы поняли, да? Все присутствуют, да? Так точно. Тимур Маратович, вы особенно. Делай. Хорошо? Есть. Садитесь. Проверить всех ломбардных компаний. Всех. С привлечением сотрудников налоговой инспекции, сотрудников Национального банка. Так, проверить. Не больше 30%. Если кто-то больше 30% кого-то привлекает или у кого-то изъяли какие-то средства, возвращать всех хозяева. Если они потерпят до 30%, работай. Не потерпят, пусть закрывается. Людей пусть не мучают. Хорошо? Вот это все мне доложить отдельно. Вот такие вопросы, уважаемые приглашенные. Теперь нам нужно с вами разобраться спокойно. Так, разобраться.
что мы будем дальше делать. Ну, я по-человечески с вами, вот, здесь ни какие-то, ни судебные акты, ни какие-то там следственные действия, нет, не проводятся. Это мы совещание с вами проводим. То есть мы совещаемся с вами, разговариваем, хотим прийти к единому мнению. Каким образом? Мне очень интересно, и я хотел бы, чтобы все вы, которые здесь сюда пришли, были довольны, заполучили свои имущества обратно. Так? Вы могли решить свои проблемы с Султановым. И Султанов больше этими делами не занимался. Понимаете, этими делами не занимался. Поэтому я его тоже сюда пригласил, чтобы он слышал. Мне бы хотелось, чтобы впоследствии нашей работы, во-первых, все те, которые закладывали свои имущества, сколько там человек, заполучили свои имущества. Но при том, уважаемые, кто закладывал свои имущества и получал деньги, вы должны деньги оплатить. Вот, например, кто-то поставил машину на 100 тысяч долларов, ну, на примере я скажу, на 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов вы должны вернуть, но только не проценты. Хорошо? А проценты, которые он заполучил от вас незаконно, или там выше, или этот, он будет возвращать вам. Мы его вынудим. Все его имущество надо будет распродадим, но мы будем возвращать вам. Возвращать. То есть он просто так не уйдет теперь. Ранее мне уже доложили, оперативном информации доложили о том, что у него имелись какие-то там связи в властных структурах, правоохранительных органах, среди адвокатов, среди других там, нотариусов, всех. Все, кто будем их выявлять, всех будем привлекать к ответственности. Понимаете? Привлекать будем. Не в то, что там кто был в связи с ними. Среди правоохранительных органов, судебных органов. В судебных органах также имеются такие люди. Так? Незаконно выносили там судебное решение. Адвокаты имеются, которые незаконно его прикрывали, незаконно с ними вели какие-то вопросы. С адвокатом настоящим, как его зовут адвоката? Исаев Рустам. Как? Исаев Рустам. Рустам, Исаев Рустам, деятельность его проверьте. Есть. Хорошо? Проверьте его деятельность. Нужно срочно принять по отношению к нему меры. Надо будет, заключите под стражу. Нечего, садитесь. Нечего с ними, как бы дать возможность. Они, используя свои адвокатские деятельности, лицензии, вот, адамдарды шорын қатырып атады, Монтович. Адамдарды шорын қатырып, ашықша проценттерді мойнына илеп, имуществоларын, үйлерін, машиналарын тартып алып. Почему мы должны смотреть на это беспредел? Мы для этого здесь сидим, чтобы там наши люди не страдали. Мы будем стараться, хорошо? Вы никаких вот этих паники среди вас чтоб не было. Раз это дело попало к нам, раз я лично занимаюсь этим, значит все будет в порядке. Все будет в порядке, хорошо? И я знаю нескольких людей, он заявление подавал и уголовное дело возбуждали по отношению его клиентов, все другое. И этими делами всеми тоже мы будем заниматься. Всех этих делов, связанных с Султановым, заберите себе. Из всех РОВД, из всех других органов. Хорошо? Заберите себе, объедините здесь. И здесь будем принимать решения. Только здесь будем принимать решения. Справедливые, законные решения будем принимать. Хорошо? И, естественно, мы господином Султановым будем вести работу еще. С ним будем разговаривать. Его будем уговаривать тем, чтобы он добровольно это все рассчитывался с каждым человеком. С каждым. Ему дадим возможность. Кабинет, ручку, тетрадь, возможность, все дадим, чтобы он сидел с каждым, рассчитывался. Так? Если он этого не будет делать, мы его будем заставлять в соответствии с нашим законодательством. Так? Если он это все добровольно проведет
и со всеми вот этими клиентами, так скажем, да, клиентами разберется, да, клиенты довольно уйдут, мы тоже будем рассматривать о снисхождении по отношению к нему применение как бы санкций закона. О снисхождении будем рассматривать. Нет, так будем сами принимать решения совместно с нашими судебными органами об изъятии его все имущества и передаче клиентам. А его будем привлекать к ответственности по всей строгости закона. Мақұл бу, түшүндүңүздөр да бардыгын, ошондуктан кыжаат болбоңуздар, көп жанагыдай ызучу кылбай олтуруп туруңуздар. Мы это дело доведем до логического конца. Султанову дадим давайте слово, пусть он пару слов скажет. Султанов, скажите, пожалуйста, что вы думаете об этих вопросах? Я никогда не отказывался решить добром с людьми. То есть, здесь не вся информация вам изложена достоверно. Я готов возместить, если я кому-то нанес ущерб, я готов это сделать. И всегда был готов. Ну, отлично. Тогда я вот услышал от вас хорошее известие, что вы готовы сотрудничать со следствием, сотрудничать с этими людьми и возвращать им причиненные ущербы. Правильно? Правильно я понял вас? Так, все хорошо, садитесь, пожалуйста. Тогда, уважаемые присутствующие, мы дальше не будем разбираться сейчас, у кого что там, какие-то моменты, все эти вопросы разберется следствие. Хорошо? Кто начальник следственного управления? Так, Султанов. Давай, Джахшлап Карагов. Кто будешь? Джахшлап Карагов. Который Джалабада перевелся, да? Все. Жақсылап қарап, ар бірін точкасына жеткізген. Кейін анан қапа болып, мен анан бұлар тур емес болып, анан мен дағы сіздермен ұрышып жүрмейді. Мой характер знаете, да? Все, пожалуйста, садитесь. Сөйлештік, садитесь. Анда я прощаюсь с вами, будьте здоровы, не болейте, не труждайтесь, даст Бог, все будет хорошо. Спасибо. До свидания.